В республике продолжается реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В ее рамках молодые семьи и молодые специалисты смогут улучшить жилищные условия. К примеру, сегодня жилищные сертификаты получили 26 семей. Среди этих счастливчиков и семья Базаевых из селения Новый Батако. С ними встретилась моя коллега Берта Биджелова. В тесноте да не в обиде. Это девиз семьи Базаевых из Нового Батако. 2 сына, 2 невестки, 3 внуков. Старшая в семье бабушка Залина. Она, конечно, рада большой семье, но понимает, этот дом для 8 все-таки мал. Посмотришь, что вроде бы дом большой, а та зайдешь, там 2 комнаты только и коридор 1. Мы в одной комнате, я с внучкой, они, Тимур с Светой, в другой комнате, а сыновья на диване. Один в другой, а другой на кресле. Мне кажется, что это мало. Земельный участок тоже крошечный, но несмотря на это, небольшое хозяйство на нем развернуть у Базаевых все же получилось. Ухоженный огород, корова с теленком и куры. Воспитывая 3 детей, невестка Залина еще успевает работать в соседнем селе Хумалак учителем астинского языка и литературы. Мечта о собственном доме для Залины и ее супруга Тимура стала реальностью. Уже совсем скоро молодая многодетная семья приобретет жилье по государственной программе, причем в своем родном селе. Я узнала программу от администрации местного самоуправления города Беслана, к которому мы относимся. Я не верила, что вот от государства вот такая помощь. Вот так я узнала и собрала все документы, подала. И в скором времени мне позвонили, что мой сертификат готов уже на выдачу. 1 134 000. Такую сумму выделили семье Базаевых. Скорому переезду в новый дом рады и дети. Как и родители, жить они хотят в родном селе. Я бы хотела дом в Батако, в селе. Я не хочу жить в городе. Здесь интереснее жить. Помимо семьи Базаевых, сертификаты на улучшение жилищных условий сегодня получили еще 25 семей. Из них 19 – молодые семьи и молодые специалисты. Вручал их в торжественной обстановке глава республики Вячеслав Битаров. Будем и дальше вести такую работу, чтобы создавать условия, как я уже сказал, в сельских населенных пунктах. И, конечно же, те средства, которые в республике будут поступать, больше не будут распределяться всем, кому удастся добраться до этой программы, а будут распределяться прежде всего для сельских специалистов. Это учителя, врачи, конечно же, специалисты аграрного комплекса, это и агрономы, животноводы, и механизаторы, и водители и так далее. Всего в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году на улучшение жилищных условий с федерального бюджета выделено более 17 миллионов рублей. Из республиканского – 1 308 000, из районных бюджетов – 5 165 000 рублей. Размеры субсидий определялись из расчета стоимости квадратуры на каждого члена семьи. В этом году сертификаты получили на 2 семьи больше, чем в прошлом. Сертификатом нужно воспользоваться в течение 1 года. В следующем году улучшить жилищные условия смогут 45 семей. Берта Биджелова, Алан Суанов, Новости Осетии.